Чаще всего главные героини книг предстают перед читателями, если не красавицами, то уж точно особыми приятной наружности. В литературе есть женские персонажи, которые выделяются на фоне других своей притягательностью и особенной красотой. Их образы пленяют не одно поколение читателей и охотно переносятся режиссерами на экраны и театральные подмостки. Мы сформировали свой список самых красивых книжных героинь, с которыми хотим познакомить и вас. «Ярмарка тщеславия» – это роман без героя. Несмотря на то, что персонаж Бекки Шарп является центральным в книге, Ребекка девушка незаурядная, хотя бы тем, что обладает превосходными внешними данными и умением подчинять себе мужчин. Ребекка была маленькая, хрупкая, бледная, с рыжеватыми волосами. Ее зеленые глаза были обычно опущены, но когда она их поднимала, они казались необычайно большими, загадочными и манящими. Такими манящими, что преподобный мистер Крисп был сражен наповал одним ее взглядом. Героиня культового американского романа Маргарет Митчелл была, что называется, типичной южной красавицей. Так перед гражданской войной называли молодых незамужних американок Юга с высоким социально-экономическим положением из семей плантаторов. Скарлетт О'Хара не была красавицей, но мужчины вряд ли отдавали себе в этом отчет, если они очень часто становились жертвами ее чар. Очень уж причудливо сочетались в ее лице утонченные черты матери, местной аристократки французского происхождения, и крупные выразительные черты отца, ирландца. Точенным подбородком лицо Скарлетт невольно притягивало к себе взгляд, особенно глаза, чуть раскосые, светло-зеленые, прозрачные в оправе темных ресниц. Писание Анны Карениной Лев Толстой приводит в той части, где рассказывает о встрече Карениной и Вронского. И это неспроста. Читатель будто видит молодую женщину глазами мужчины, который впервые сталкивается с нею. В первую очередь мы узнаем, что она была очень красива. Не потому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому что выражение миловидного лица, когда она прошла мимо него, было что-то особенное, ласковое и нежное. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц серые глаза дружелюбно внимательно остановились на его лице. Маргарита – одна из самых загадочных литературных героинь. Это сильная и мужественная женщина, умеющая любить по-настоящему сильно. Она была красива и умна, говорит о Маргарите автор. К этому надо добавить еще одно. С уверенностью можно сказать, что многие женщины все что угодно отдали бы за то, чтобы променять свою жизнь на жизнь Маргариты Николаевны. На момент основных событий романа Маргарите было 30 лет. На создание ее образа повлияли как литературные источники, так и реальные женщины. Основным прототипом стала Елена Сергеевна Булгакова, третья и последняя жена писателя. Одна из главных героинь романа Достоевского, Настасья Филипповна, была женщиной красивой, гордой и благородной, и при этом совершенно сумасшедшей, необыкновенной красоты женщина, в черном шелковом платье простого изящного фасона. Волосы темно-русые были убраны просто по-домашнему, глаза темные, глубокие, лоб задумчивый, выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом и бледна. Такое описание дает Федор Михайлович красоте, не нашедшей себя в жизни. Любовный роман турецкого писателя рассказывает о судьбе молодой девушки Фериде. О внешности героини мы узнаем с ее собственных слов, когда Фериде описывает то, что видит в зеркале. Девушка казалась мне хорошенькой. Я внимательно приглядывалась и находила, что именно такая красота повергает людей в изумление. Когда эти глаза не смеются, они кажутся большими и глубокими, как живое страдание. Но стоит им заискриться смехом, они уменьшаются, свет перестает в них вмещаться. Кажется, что по щекам рассыпаются маленькие бриллианты. Печальная история молодой цыганки из французского романа, покорившей сердца трех таких непохожих друг на друга мужчин, стала культовой и не раз воплощалась на сценах театров и кинотеатрах. Писатель довольно подробно описывает свою героиню, должно быть для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Это неземная девушка, достойна тех страстей, которые пылали вокруг нее. Она была невысокого роста, но казалась высокой. Так строен был ее тонкий стан, она была смугла, но нетрудно было догадаться, что днем у ее кожи появляется чудесный золотистый оттенок.
присущей андалузкам и римлянкам. Всякий раз, когда ее сияющее лицо возникало перед вами, взгляд ее больших черных глаз ослеплял вас, как молния. Конечно, невозможно вместить всех литературных красавиц в одно видео, но все же мы постарались выделить самых известных и запоминающихся героинь романов.